Работа педагога в современном мире не только исключительно важна, но и крайне тяжела. Воспитание и просвещение подрастающего поколения – ответственное и сложное дело, а потому, обучая, необходимо обучаться. Проект Международной зимней школы «Учитель года» помогает преподавателям из самых разных уголков Абхазии и России обмениваться опытом и профессионально развиваться. Дедушкам и бабушкам здоровье и пусть пьют кипяток с утра. Это очень хорошо. Посмотрите, правильный режим, хорошее настроение, заниматься делом и чистота воздуха. Вы живете просто в благодати. Почему? Потому что у вас воздух просто пьянящий, обалденный. Открытие проекта началось с проведения мастер-классов в школах столицы. Российские педагоги поделились с коллегами практическими наработками и методиками преподавания самых различных предметов. Были проведены демонстрационные уроки. Мне нужно было показать разные методики. Первый урок с использованием информационных технологий, а второй урок был просто обычный, когда были даны задания на бумажных носителях, и дети с удовольствием работали. Ребятишки улыбающиеся, ребятишки думающие, со смыслом говорящие. Такой обмен между учителями России и учителями Абхазии, он дает возможность обогатиться нам. Он дает возможность узнать культуру друг друга. Просто замечательно. И познавательно, и очень необходимо такие проводить мероприятия. 3 момента, которые мне очень понравились. Это как бы новинка для моих, пополнила мои знания. И надеюсь, вот сейчас началась еще секция 2, еще больше пополнит мои знания. Организатором Международной зимней школы выступает Министерство просвещения Абхазии совместно с межрегиональным клубом «Учитель года». В проекте примут участие все педагоги республики, а с российской стороны – учителя года из более чем 20 регионов России. Открытие новой STEM-лаборатории в первой городской школе совпало с открытием нашей Международной зимней школы. И вот химики, биологи сегодня как раз и используют все возможности этого кабинета, новое лабораторное оборудование. Интеграция разных предметов сегодня была продемонстрирована благодаря нашим гостям. Занятия и лекции для учителей будут посвящены способам преодоления стереотипов в обучении, выработке новых подходов в решении учебных задач, развитию творческих способностей школьников, а также знакомству с различными электронными образовательными ресурсами, научными достижениями в области образования, передовыми цифровыми технологиями и принципами гибридного обучения. И мы очень благодарны руководству Министерства просвещения и языковой политики Республики Абхазия за приглашение снова посетить республику. Приехали и те учителя, которые работали, и некоторые новые учителя. У нас здесь 20 человек. Это все победители конкурсов «Учитель года». В рамках вот этого движения «Учитель года России» мы здесь работаем. Мы представляем 6 предметных областей. Поэтому здесь, собственно, сейчас параллельно идет работа в 6 секциях предметных. Физика, химия, биология, география, начальная школа и математика. Содействие развитию партнерских отношений и конструктивного взаимодействия между педагогами школ нашей страны и стран ближнего зарубежья – это не только прекрасная возможность для учителей принять участие в самом масштабном и полезном образовательном мероприятии, но и залог развития всей национальной системы образования. И эти 4 дня, надеюсь, будут очень плодотворными, будет много вопросов, идей, открытий. И уверен, что наши коллеги тоже будут активно вовлекаться и использовать все увиденное. Самое ценное, полезное уже в своих школах, в своих классах. В Международной зимней школе участвуют преподаватели, воспитатели-методисты общеобразовательных учреждений. После мастер-классов его участники высадили деревья во дворе школы. По завершении проекта «Учитель года» будет создан методический цифровой банк, в который войдут все авторские разработки педагогов, принявших участие в проекте. Рада Чачава, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.